Поверхностно читать эту поэму никак. Нужно обладать большим багажом культурных знаний, можно так сказать, от шумерской цивилизации до наших дней. Era niciodată, din rude mari, din bărătești, o prea frumoasă fată. Și era bună la părinți și mândră în toate cele, cum e fecioră în vestniți și luna între stele. Когда-то, где-то, в день или в ночь, как сон, как небылица, в семействе царственнейшем дочь росла краса девица. И у родителей она одна, скромна, законна, как над созвездиями луна, или средь святых Мадонна. Yerin olmuş masallarda nice düşer olma yalnız büyük padişah sorularında dilber gibi güzel bir kız kıvrak, kırnak hem de nazlı o biricik de ailede ayozlardan ayoz kızı hem tek bir ay gökyüzünde. В данном издании Еминеску впервые представлен на 3 языках. На румынском, на русском и на гагаузском. Русский перевод осуществил автор книги, составитель книги Михаил Васильевич Лупашко. Гагаузский перевод осуществил я. В 2014 году была издана книга, и предложил этот вариант вошел в данное издание. Я приступал несколько раз к переводу Еминеску и каждый раз останавливался на том, что у меня не хватало слов. Слов в гагаузском языке, но после издания книги «Гагаузлук» я почувствовал, что запас слов достаточный, и когда уже познания в румынском языке стали более глубокими. Когда приступил к переводу, я понял, что Еминеску может звучать на гагаузском как Еминеску. Я специально взял румынское издание в Бухаресте, бухарестское румынское издание, и переводил с румынского, потому что потом я обнаружил, что в издании советского времени Лучафер в некоторых местах есть неточности с оригиналом. Поэтому я переводил прямо с румынского языка. Кстати, что сделал и Михаил Лупашко. И я считаю, что есть перевод, я знаком со всеми переводами на русский язык. Я считаю, что на сегодняшний день самый удачный и самый правильный перевод — это то, что осуществил Михаил Лупашко, потому что в переводе Лупашку, Еминеску звучит на русском языке как Еминеску, а не как переводчик Лупашко. Всегда, когда мы говорим о том, что объединяет людей, мы имеем в виду опыт гениальных писателей, композиторов, поэтов, которые являются частью мирового культурного наследия, хотя, конечно, они являются представителями своих национальных культур, но эти культуры, как реки, вливаются в общий океан мировой культуры. Поэтому Еминеску, как феномен культурный, поэтический мирового уровня, он особенно значим для нас, живущих вот в этом регионе, где он бывал, творил, где его, так сказать, духовное присутствие ощущается по сей день. Поэтому для того, чтобы, наверное, нас не разъединяли по каким-то признакам языковым, культурным и прочим, очень важно, чтобы язык Еминеску был понят и прочтен по-современному, не в каких-то трактовках, которые предполагают идеологические или иные влияния, а именно так, беспристрастно, максимально приближенно к тому, что хотел сказать автор.